Добрый день, участники форума, второго Сибирского форума фольклористов. Мы начинаем секцию «Язык и фольклор». Секцию ведем я, Надежда Романовна Ойнаткинова, и Валентина Виссарионовна Мендибекова. Первый у нас докладчик Герасимова Лилия Николаевна, научный сотрудник сектора лингвофольклористики научно-исследовательского института Аланхо Северо-Восточного федерального университета имени Амосова с докладом «Изобразительные глаголы при презентации концепта «богатырь» в якутском героическом эпосе Аланхо». Пожалуйста. Алло. Лилия Николаевна. Ага, сейчас вот пытаюсь включить презентацию. Сейчас. Слышно, да, меня хорошо? Хорошо, слышно. Угу. Презентация открывается, да, у вас? Нет? Не видно, да? Вы сначала откройте у себя презентацию, а потом загружайте через демонстрацию экрана. Сейчас, тогда. Да, загрузила. Включилась? Да. Все видно, хорошо. Слышно, да? Да. Меня вас не слышно. Не слышно? Вас хорошо слышно. Ага, хорошо. Добрый день, уважаемые организаторы форума, модераторы, секретари секции, участники форума. Поздравляю вас всех с тем, что состоялся форум, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире. И разрешите представить мой короткий доклад на тему «Изобразительные глаголы при презентации концепта «богатырь» в якутском героическом эпосе Аланхо». Данная тема была выбрана в связи с тем, что изобразительные глаголы якутского языка входят в тему моей будущей диссертации, и тема концептов, да, изучения концептов входит в рамки научно-исследовательского проекта нашего института. Получилось как бы совмещение двух тем, да. В настоящее время в лингвистике широко исследуется связь языка с сознанием человека, а именно изучаются концепты, которые служат проводниками для выявления специфики мышления носителя языка и установления их национального культурного своеобразия. В нашем исследовании изобразительные или по-иному образные глаголы, участвующие в реализации образа богатыря эпического текста Аланхо, рассматриваются целью установления особенностей функционирования данных глаголов в смысловом наполнении концепта и определении его национальной специфики. По проекту нами было запланировано рассмотрение ранних текстов Аланхо, то есть тексты, произведенные в XIX и начале XX веков.
Поэтому фактическим материалом для исследования послужили тексты Аланхо «Богатырь Тойон Нюргун» Николая Филипповича Попова, Нюргун Батыр Стремительный Константина Григорьевича Росина, Алабулкун Богатырь Тимофея Васильевича Захарова Чайбе и Строптивый Кулумкул Лустур Иннокентия Юрьевича Теплоухова Тимофеева. Зафиксированные якутские примеры будут даны с переводами на русский язык. При этом в силу особенностей семантики якутских глаголов не всегда получается передать в переводе все компоненты их значений. Удается лишь раскрыть общий смысл. Поэтому для более полного понимания семантики слов, точнее глаголов, нами приведены словарные дефиниции с большого толкового словаря якутского языка. В ходе исследования нами обнаружено, что изобразительные глаголы задействованы в описании внешнего вида богатыря. Например, глаголы «нанай» — бросаться в глаза своей широкой и выдающейся вперед груди и большим животом, «юэкей» — быть прямым и высоким, и «дарай» — иметь широкие плечи, быть казаться широкоплечим, привлечены в детальном описании телосложения богатыря. В примере Саланхо «Строптивый Кулумкулустур». Кетит нанагар төстәк, үс булас юэкейер өттүктәк, бес булас мәкейер билләк, алты булас дарайыр сырынак, төрт булас кулгурмайнак. То есть с высокими бедрами в 3 маховые сажени, с гибкой талией в 5 маховых саженей, с широченными плечами в 6 маховых саженей, с прямой шеей в 4 маховых саженей, крепко сбитый. Глаголы «дюкдей» — быть плотным, коренастым, сутуловатым, вздыбившимся, и «дыгдай» — сильно раздуться, раздаваться вширь, чрезмерно увеличиваясь в объеме, теряя прежний вид, форму, участвует в создании портрета главного героя. Замечено это в Аланхо «Богатырь Тойон Нюргун». Из лосиной замши с хорошей выделкой, одетой до вздыба, из оленей замши, плотно одетой до вздутия. Глагол «ыадай» — идти, ходить медленной тяжелой поступью, переваливаясь сбоку на бок, замечен в сцене превращения птицы в человека, то есть в момент, когда богатырь меняет облик. Это в примере «хатсабар букыл үстігілін күрейді көліхейдеді курубай ханнах кулун кулустур бейді бейдінен ыдаскына түсті». Трижды перекувырнулась, покаталась эта птица-зверь, и строптивый кулун-кулустур стал самим собой. Кроме этого, изобразительные глаголы отмечены в описании действий и движений богатыря. Так глагол «экденне» в отрывке «слегка вздыматься, приподниматься», в отрывке «этен беревне экденнете, саңарын беревне салгалата». То есть слова не может сказать, так задыхаться стал, речи не может держать, ведь затрясся. Аланхо Нюргун Батыр Стремительный. И глагол «чинай» — держать спину очень прямо и вскидывать в голову. В примере «букурдук жахтар ханын ыгасытарын көрөн баран курубай ханнах кулункулустур кеннинен чынарыскына түсті». Строптивый кулункулустур, увидев, как лежит, истекая кровью такая женщина, разом отшатнулся. Эти глаголы задействованы для точного изображения картины, когда человек крупный и с атлетическим телосложением реагирует на произошедшие события. То, какие движения совершает богатырь в гневе, как они отражаются на состоянии его тела, ярко передано при помощи глаголов «метей» — выдаваться вперед, выступать, выпячиваться, и «маджай» — стать кривоногим. Маныха биги киебит иенин иңнерик йылмас курдук медетчитарда атага чаркан чачар курдук маджатчитардан барды. Это Аланхо «Строптивый кулункулустур». У нашего человека после этого спинные сухожилия стали стягиваться, выгибаясь, как упругое дерево, ноги у него стали сводить, гнуть, подобно лучку черкана. Остальные найденные глаголы относятся к образному описанию походки главного героя при выполнении каких-либо действий. Например,
как глагол маджары ходить, двигаться быстро на кривых ногах, саланхо алабул кун богатырь. Ағыз сетті байтағын бейгенін, ағыз сетті ата хатин көтіған маджариян кирді, алтын мостаға линкерланкер брақты. 7 нагурных кобыл, откормленных туши тяжелые в дом, быстро ступая, занес, на прохладный пол медный с грохотом бросил. Также глагол «ыадалджи» от основы «ыадалы», двигаться медленно, неуклюже, тяжелой походкой. В отрывке «ағыз хатыс балык уаргатын умсару урбут курдык тыгылками с мостана каман ыдалджемисте». Пошел, ступая в развалку тяжелой поступью по золотому полу, похожему на хребты 8 стерлядей, сложенных вместе. И глагол «дралджи» ходить, двигаться на длинных ногах, почти не сгибая их. В эпизоде «Беги кебет қалың қалғанын тілей баттан, жетігір дирдергіні солбы ойын тағысты, бүгінен баран тұс соғыру деке қамандыра жетурды». А наш человек настежь распахнул тяжелые двери, стремительно выскочил из дома, широко шагая, направился прямо на юг. Эти глаголы описывают ходьбу богатыря. Итак, как показывает анализ, зафиксированные изобразительные глаголы задействованы в описании внешнего вида богатыря и его действий, и они подобраны так, чтобы передать образ сильного, большого, высокого, мужественного человека с хорошими физическими данными, что подобает защитнику рода и племени. Таким образом, изобразительные глаголы входят в число речевых средств реализации концепта богатырь в эпических текстах Аланхо, точнее не в ранних текстах, да, в данный момент. Употребление изобразительных глаголов эпическими сказителями для полноты и яркости передачи образа, выражения эмоций и чувств настраивает слушателей на осознанное, активное восприятие, что отражает широкое воображение и развитое образное мышление носителей языка. Спасибо за внимание. На этом завершаем мой короткий доклад. Лилия Николаевна, спасибо за интересный доклад, но, возможно, есть вопросы. Есть вопросы? Но у меня, мне кажется, я бы задала вопрос. Вы выделяете, берете значение в толковом словаре, значение глаголов, приводите примеры, но делаете, мне кажется, немножко не четко. В первую очередь нужно выделять лексическое значение, данное в словаре, потом уже контекстуальное значение, которое, безусловно, влияет на семантику глагола, и, возможно, при этом можно будет выделять какие-то особенности концептуальные или семантические. В вашей презентации мы увидели только лексическое значение и контекстуальное. И контекстуальное значение вы не выделяете особенности, которые влияют на лексическое значение глагола. Может, обратите на это внимание. И, конечно, демонстрировать глагол не с одним примером, а надо брать несколько примеров, чтобы выявить специфику значения и семантики контекстуальной. Тогда будет полная картина. В данный момент мы вот рассмотрели только ранние тексты, да, и еще будем сравнивать это с современными текстами Аланхо. Хорошо, спасибо большое. Вам тоже спасибо. Второй докладчик у нас Прокопьева Александра Егоровна из Якутска с докладом «Амонимия аспектуальных форм в языке лесных юкагиров». Докладчик у нас сотрудник, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, СОРАН. Пожалуйста, Александра Егоровна.
Здравствуйте. Свой тоже доклад о внемении аспектуальных форм глаголов в языке лесных юкагиров. Аспектуальность квалифицируется как функционально-семантическая категория, включающая в себя взаимодействующие языковые средства, морфологические, синтаксические, словообразовательные, лексико-грамматические, лексические, объединенные общностью семантических функций, принадлежащих к области аспектуальных отношений, содержание которых заключается в передаче характера протекания и распределения действия во времени. Юкагирский язык отличается богатой словообразовательной системой. Основным способом образования глаголов является суффиксальное. Обилие глагольных суффиксов и их сочетательная возможность передают иногда тончайшие оттенки значений глагольного действия. Цель нашего исследования – это анализ способов передачи значения аспектуальности на материале языка лесных юкагиров, описание лексико-грамматических разрядов способов глагольного действия. Обзор способов действия глагола колымского диалекта юкагирского языка приводился в работах Владимира Хильсона в 1934 году и Ерухима Абрамовича Криновича в 1958, 1979, 1982 годах. И Хильсон в языке лесных юкагиров выделял следующие суффиксы видов глаголов или степени действия. Суффикс «си», который показывает неповторяемость действия, что известное действие происходило только один раз и в течение короткого времени. «Си», выражающий действие в уменьшительной форме, которая ограничивает его размеры. «Ну», выражающий многократную форму действия. «Ну», который выражает многократную форму в усиленной степени. И суффикс «и», который выражает длительную форму, указывающую непрерывность действия или повторение его через определенные промежутки времени. Кринович выделял следующие способы действия. Начинательный, однократный, длительный, многократный, длительный, а также выделял уменьшительный суффикс. Как видим, в работах по юкагирской грамматике аспектуальные характеристики действия описываются в понимании способа действия, которое совпадает с общим содержанием самой аспектуальности. В языке лесных юкагиров встречаются случаи грамматической амонимии, то есть одни и те же показатели, у которых совпадает лишь план выражения. Так, начинательный способ действия образуется от глагольных основ первого класса, конечный гласный «э» или «о», которых при этом замещается показателем «а». Например, «пандай» начал варить, «пандей» варит, «недай» начал кочевать, «недой» кочует. В некоторых случаях суффиксу начинательного способа действия «а» сопутствует согласным «л», «н», «дж», «ый». Однако интересующий нас суффикс «джа» является еще и показателем многократности действия в непереходных глаголах. Например, вот «кинтал толчиджай», «кто стучит». Следует отметить, что в данное время весьма проблематично разграничивать многократное повторение единичной ситуации и единую мультипликативную ситуацию. Но так как мы только приступили к исследованию данной проблемы, предстоит дальнейшее выявление, уточнение и описание особенностей выражения предикатной множественности. В языке лесных юкагиров к основам на «га», «г», «г» в однократном способе действия присоединяется показатель со значением переходности и однократности «д», «дай», «да», за которым располагается еще показатель однократности «ы». В конечном итоге мы получаем значение стремительности и мгновенности. Например, «пульчигей», «пульчигадей» выскользнуть. Показатель «дей», «тей» также участвует в образовании переходных глаголов от основ непереходных. Например, «чичигей» вытянуться, «чичигадей» вытянуть. Также данный показатель участвует в образовании глаголов от основ имен существительных «анме» – «ум», «анмедей» – «одуматься», «поумнеть». Показатель начинательного способа действия «ле», образованный от основ на гласный или «ый», материально совпадает с показателем каузативного залога, который образуется посредством показателей «ше» и «штиле». В фактических языковых материалах на данное время прослеживается показатель «шиле» вместо «штиле». По поводу показателя «штиле» Кринович отмечал, что его употребление не вполне ясно. Иногда он употребляется тогда, когда надо указать, что одно лицо заставляет другое воздействовать на третье.
По нашим наблюдениям, в современных языковых материалах подобное употребление не всегда является таковым. Например, вот «ашиле» значит «заставить делать», «ашиле» – «заставить делать». В языке лесных гиров показателем многократности действий в непереходных глаголах является аффикс «си», «чи». Следует отметить, что посредством показателя «си» образуется также уменьшительный способ действия со значением незначительности проявления действия, выраженного основой. В словах с данным аффиксом чаще наблюдается повторение ситуации с периодичностью, совершаемой нерегулярно, время от времени. К глаголам с основой на ага, г в значении итеративной неоднократности присоединяются показатели т, се, образующие основу закрытым слогом, за которым следует интерфикс у, за исключением первого лица единственного числа. Помимо значения итеративности, показатель т участвует в образовании переходных глаголов от основ непереходных и в образовании непереходных глаголов от основ существительных. Ялгиде, например, греметь, ялгидет, греметь, переход может становиться. Пондо – деньги, пондот – обзавестись деньгами, стать денежным. Представленные амонимичные аффиксы – это такие морфемы, которые совпадают по звучанию, но служат для выражения разных словообразовательных значений. И так как мы только приступили к этой теме, вот нам стало очень интересно вот проследить вот эти амонимичные формы, которые очень часто употребляются в речи гагеров. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Александра Егоровна. Возможно, есть вопросы? Нет. Есть вопросы? Нет вопросов. Спасибо. Следующий у нас докладчик Кашкенде Игорь Михайлович. Есть? Не берет? Ну, тогда мы перейдем к следующему докладчику. Байерол Азиана Витальевна с докладом «Языковые особенности песен тувинцев-тоджинцев по полевым материалам 2017 года». Азиана Витальевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемые организаторы, коллеги. Я бы хотела так сейчас включить сначала. Так, я презентацию включила и демонстрация экрана. Поделиться нужно нажать, да? Ага. Коллеги, видно, да? Все. Формат увеличить, да. Да, все, поняла сейчас. Ага. Сейчас видно, полагаю, да? Ага. Ну, в своем докладе я бы хотела рассказать немного о нашем коллективном исследовании фольклора, языка и устной и письменной традиции коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Вот. В этом году у нас с коллегами сектора языков народов Сибири и сектора фольклора народов Сибири Института филологии вышла коллективная монография, коллективное исследование, скажем так, языки и фольклор народов Сибири и Дальнего Востока в рукописных текстах середины 20-го и начала 21 века. Этот труд явился, то есть результатом нашей работы в течение 3 лет по гранту Российского научного фонда. И, собственно, над тувинским разделом я работала с Екатериной Леонидовной Тирон. Это фольклорные тексты, песенный фольклор тувинцев-тоджинцев. И также у меня был там отдельный раздел по первым текстам молодописьменного, скажем так, тувинского языка.
Тут я, надеюсь, видно, скриншот есть, где, собственно, представлен... Так, сейчас как-нибудь тут надо. Так. Собственно, представлена, ну, как бы песенная часть, над которой, вот, над созданием которого работали вот я и Екатерина Леонидовна. Собственно, песенная часть, вот тут 23 песни, ну, то есть не песни, тут есть жанр кожамык и жанр ыр. Вот, собственно, о языковых особенностях вот этих текстов песенных, да, вот и жанра кожамык у меня будет сегодня доклад. Так, собственно, немножко про тувинцев-тоджинцев. Тувинцы-тоджинцы – это этнолокальная группа тувинцев, которые проживают на севере-востоке Тувы. Если посмотреть карту Тувы, это вот этот район, граничит вот где-то вот с Красноярским краем, Иркутской областью, с Бурятией. Вот. Они включены в перечень коренных малочисленных народов России, и по данным переписи 2010 года их численность составляет около 2000 человек, 1858. Ну, хотя сами тоджинцы говорят, что эта цифра сильно занижена, и что их количество их около 5000 человек. Чем они отличаются? Собственно, во-первых, они живут в труднопроходимой тайге, скажем так, да, вот тут. Если основная часть населения Тувы проживает вот в степной, каменистой, вот такой степной территории, то тоджинцы вот именно в таежной части Тувы. Отличаются они также своим этногенезом, антропологией, хозяйственно-культурным типом, антропологический тоже тип у них другой, и по языку, конечно, отличается от степных тувинцев. Язык тувинцев, вот именно тот тувинцев-тоджинцев является диалектом тувинского языка, это внутренний диалект. В последней работе, где касался язык, это диалект, тоджинский диалект тувинцев, вот, написала Мира Викторовна, и то есть она исследовала их отличия от тоджинского диалекта и от литературного языка в области фонетики, лексики и морфологии, и выявляет общность не только вот с тафаларским, но и с айотским и гурленхальским языками, да, и другими изолированными диалектами тувинского языка, это трехольский и цаганурский диалект. Вот. Это внутренний изолированный диалект, и он сохраняет больше архаичных черт, чем диалекты, которые находятся в центральной части Тувы. В нашей работе использовался материал, который был зафиксирован в 2017 году участниками международной фольклорной этнографической экспедиции. Это Галина Борисовна Сыченко, Екатерина Леонидовна Тирон, Камол, Люльи. Вот. И во время этой экспедиции информанты переносили рукописи с собой на интервью, то есть чтобы не забыть тексты. При аудиозаписи, которую ввели исследователи, исполнители пользовались своими рукописными тетрадями. Это очень важный такой момент, когда буду разбирать языковые особенности, я этого коснусь. То есть им зафиксированы общие тетради, где вот они записывали сами информанты какие-то песни на своем диалекте, скажем. Вот. И, собственно, вот в этом издании, вот в нашем вот этом издании материалы даны в 3 вариантах. Это в рукописном варианте. Вот сейчас примерно вот так покажем, да. Вот этот рукописный вариант, они давно совпадают на диалекте, как, собственно, в оригинальном тексте писали информанты. Второй, вот тут, это я уже
ну, как сказать, под литературный вариант, но при этом я сохранила некоторые именно диалектные особенности, потому что в этом иногда бывают, ну, такие ошибки какие-нибудь, да, орфографические, например. И в третьем вот этом ряду, собственно, в тексте мы давали, собственно, перевод. Материал в сборнике сопровождается нотировкой. Екатерина Леонидовна Натерон там ну, как бы попыталась сделать не только нотировку, но и вот такую, такую фонетическую транскрипцию. Да? И как я, как лингвист, делала глассирование, собственно, языкового материала. Собственно, если посмотреть, так, где тут у нас, тут были использованы материалы, то есть песенные тексты из рукописных тетрадей 5 женщин, которые проживают в селе Торахем, Адыркежик и Тоджинского района Республики Тува. Ну, собственно, если не вот тут, то на сайте Института филологии, я попозже, если будет интересно, как бы перейду по ссылочке, и все метаданные по информантам, и все материалы, отдельные песни глассированном, в текстом, там, нотировка и аудиозапись, они на сайте филологии, на страничке проекта выложены все полностью. Вот. Чем же отличаются вот эти тексты, о которых идет речь? Собственно, учитывая, что это все-таки изолированный диалект, у них, конечно, сохраняются в текстах песен их диалектные особенности, которые, ну, обычно это лексика, которая относится к охотничьо-рыболовной и к оленеводческой тематике. Да? Например, вот тут я могу продемонстрировать термин, да, вот «они». Так, «они» — это олененок молодой, вот, или «тош», например, да, вот это морал. Вот это годовалый морал, ну, то есть очень много других, вот, там, кастрированный олень, там отдельно у них название отличается от литературного языка, ну, и там рыболовная, это шуруш, например, щука, если в литературном есть вариант шортан. Это в лексике особенности их, я озвучила, встречаются морфологические особенности, да, то есть если для литературного языка от тувинского как бы форма условного наклонения выражается конфиксом, циркумфиксом, то в этом диалекте, в тоджинском, используется синтетическая форма, вот, например, болзам, вот, или ашкам болзам, если бы я перевалил через аспанлык, а в литературном звучало бы болзумза, аспанлык глав ашкам болзумза, а тоджинцы говорят болзам, это у них это по форме общетюркской условного наклонения. Также есть, например, вот тут выходящая из употребления форма сослагательного наклонения. Ел бы, тошлан напчигаертен, ел бы мясо добытого морала. Вот. Ну, то есть оно уже в современном языке выходит из употребления. Вот такие у них особенности. Часто в самозаписях, в тетрадях можно увидеть характерное для устной речи стяжение частиц. Вот тут, например, аланкайга трудакмен. Ну вот в литературном это звучало бы трудаикмен, а тут трудакмен, например. Так, есть еще какой-нибудь пример. Или, например, вот изин истепшидавас нем. Ну, не сможет ведь идти по следу. В литературном звучало бы изин истепшидавас эйнан, уж еще как бы несколько частиц. Вот тут тоже эта форма условного наклонения. Вот тут можете посмотреть. То есть
фонетическим особенностям, ну, можно отнести соответствие неогубленного краткого к огубленному литературному «у». Так, я тут пытаюсь найти какой-нибудь пример, но что-то, мне кажется, что тут нет такого. Вот. Что интересно, вот тут мы вот видим вариант рукописных текстов, но при распевании, да, вот по этим текстам, в поющихся текстах диалектные особенности проявились более всего, чем, например, в письменных, в рукописных текстах, потому что, скорее всего, носители диалекта писали свои песни, записывали их в соответствии с нормами литературного языка. Ну, конечно, тут сохранялись как бы диалектные, все-таки тут слов из песни не выкинуть, но когда они их распевали, тут уже другая картина. И если, например, они в тексте пишут этот красивый, например, да, там чараш, но поют как няраш. Это соответствие диалектного «ня» и литературного «ч» в анлауте. Это особенность тоджинского диалекта, например, «няраш» вместо литературного «чараш» «нярым», «мой олень», литературное это «чарым», «неремейда», в моей земле литературное «черемейда», «нёйган», литературное «чойган» и так далее. Ну и также есть соответствие тоджинского «к» и литературного щелевого «х», например. «Кадап» – продувая, а литературное «хадып». Тоджинская «кая» – скала, литературная «хая», например. Да? И «хову» – степь, например, в тоджинском «хову», в литературном. Ну и, конечно, устная речь характеризуется вот такими озвончением, эсперантизацией конечного глухого согласного в депричастной форме, например, да, аннав, ну, как бы письменная литературная форма это аннап и так далее. Тематическое разнообразие по поводу тематического разнообразия можем, наверное, сказать следующее. Скажите, пожалуйста, у меня еще время есть? 5 минут есть у вас. Еще 5 минут, да? Ну, давайте сейчас по примерам, да? Ну, вот, собственно, локальная специфика – это, конечно, термины. В текстах упоминается исключительно верховое оленеводство. Вот. Также тексты песен изобилуют местными топонимами, да? Вот, например, Ведуген или Балыкты, Кызылыш, там уже есть конкретизация промыслового зверя, Вия, Морал, Косуля, ну и так далее. Так. Ну, например, небольшой текст посмотрим. Ну, например, вот по тематике, да, по любовной, там, эротической тематике, да, вот такой текст. Любовные чувства выражаются как желание жить в лачуге оленевода, там, в Козылосе или в Чаваше, где много пушнина, да. Ну и там есть такие тексты, где говорится о трудностях, связанных с браком оленевода и девушки из скотоводческой семьи. Есть тексты, воспевающие красоту девушки, тоджинки, да, и сравнивать с красотой полевых цветов в знойный ясный день. Вот. Часто есть параллелизм образов темно-пегового скакуна и милой девушки, характерные для тувинского вообще песенного общего фольклора. Вот. Никто не сможет обогнать скакуна, как никто не осмелится разлучить парня с девушкой. И в тексты попали и как бы тексты, которые были, видимо, актуальны в советское время. Это мотив клятвы, обещание руки. Вот. Также есть тексты, которые отражают времена колхозов, коллективизации, где много всяких вот советских и постсоветских реалий. Ну,
постсоветских, наверное, это выборы местных депутатов. Сейчас вот последний какой-нибудь текст тут можно. Ну тут про красоту тот же текст идет. Вот не как раз вот выборы депутатов. Вот. А в советской реалии это уже трудовое окружение получается. Это, там, например, пусть наполнится песней тракторов. Как там, хлебное поле, сайлых, например, пусть наполнится песней тракторов, золотой урожай, чтобы посеять, пусть песни поют плуги. Или, например, вспахав плодородное поле, давайте картошку сажать, и очень высокий урожай получив, обогатим наш совхоз. Да? Вот. И интересный такой момент, и вот в этом слайде, последние, это 9 и 10 строки, имеются рукописи, где и текст восхваления нынешнего министра обороны России Сергея Кушкедовича Шойгу. Вот последний, например, Россия Ширин Баштан, пожалуйста, он такен Шойгу Гутава, перевод, возглавляющий армию России, поддерживающий народ тот же, сын Шойгу, сын Дава, гордость нашей Тувы. Собственно, в моем докладе я вот как раз языковые особенности тоджинских песенных текстов хотела отразить. Вот. Если будет желание, я могу в чат, сейчас, если я сейчас, давайте, может получится на сайте. Вот, собственно, немножко о сайте. Он находится через главную страничку Института филологии можно попасть. Информацию о проекте и вот, собственно, тексты. Скажите, видно, да, вот эта страничка? Вот то, что Нет, да. очень мелко. Мелко, да? Да. Сильно мелко? Да. Ну, собственно, простите, сейчас. Вот. Ну и если вот там есть нормальный такой поисковик, вот фольклорный, вот искать, и то есть практически все материалы, которые вошли в сборник, например, можно тут найти, то есть, Эдуген Тайга или там, Чашпыхи. Как они? Вот тут все это метаданные, текст, перевод, вот нотный текст для музыковедов. И, например, есть тут... Диана Витальевна, вам, наверное, презентацию нужно перезапустить, чтобы да, не видно, да? Да, не видно. Давайте сейчас... На большом каком-то формате. А вот сейчас видно? Остановлено это самое окно мне получается. То есть демонстрация экрана остановлена, поскольку демонстрируется окно закрыто. Так, просто демонстрацию экрана. Сейчас, давайте. Вот сейчас. Смотрите. Вот сейчас видно, да? Да. Вот, собственно, вот обратно. Вот это страничка проекта. Я тут нахожу тут эта опция поиска. И все вот эти песни, которые вошли, собственно, в сборник, тут представлены. Вот. Давайте сейчас быстренько что-нибудь. Вот. Я вот дочь Тоджинского района, надеюсь, тут... нет, тут нету аудио. Так, сейчас, может быть, тут... Так, нет, давайте вот сейчас любой, который попадется в начале. Вот. Простите, сейчас что-нибудь тут... Надеюсь, вот... вот. Текст, перевод, то есть, вся информация, тут все метаданные, глассированный текст, есть нотный текст, копия источника. Собственно, копия источника вот таким образом выглядит. Это тетради, рукописные тетради. Вот песня Тожама, например, тоджинская народная песня. Вот. Текст, перевод в таком, глассированный текст, нотный текст. И тут выложены нарезки аудио. Вот.
Вот, собственно, об этом ресурсе тоже я хотела рассказать нашим слушателям конференции. Угу. Азия Витальевна, У меня всё, да? время вышло, да? Можно закрыть саму. Спасибо большое за очень интересный, изобразительный доклад и показали работу филологическую, сделанную на очень высоком уровне. Я думаю, что это будет работа интересна многим сотрудникам, филологам, в принципе. Спасибо. Следующий у нас докладчик, но на вопрос у нас времени не осталось, поэтому, наверное, мы перейдем к следующему докладчику. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте в чате. Да, я буду здесь находиться. Пожалуйста, если будут вопросы. Следующий докладчик Игорь Михайлович Кашкемдей, директор Центра... Директор Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел с докладом «Основные грамматические формы, характерные для текстов тувинских народных песен и припевок». Пожалуйста. Добрый день, уважаемые организаторы и участники второго Сибирского форума фольклористов, посвященного юбилею Александра Батмаевича. Я рад, что принимаю участие в столь значимом мероприятии, и позвольте рассказать об основных грамматических формах, часто используемых в текстах тувинских народных песен и припевок. Народные песни Р и припевки Кожамык в настоящее время активно исследуются многими учеными, лингвистами, культурологами, музыковедами, этнографами, также исследователям в области медицины. Поэтические тексты народных песен и припевов имеют строгую метрическую систему. Об этом писали литературоведы. Есть специальные работы Тугуйола, Улара и Урантонгак. Изучая систему стихосложения в тувинской песенной поэзии, Екатерина Тирон отмечает, что большинство Р и Кожамык имеет двухстрофную структуру. В свою очередь, каждая строфа является восьмисложной. Для выравнивания такого размера стиха исполнителя песен и припевок иногда местами вставляют частицы и междометные слова. В текстах песен и припевок частицы придают различные эмоциональные оттенки. Для колыбельных песен характерно междометие увай, уваян, пей, пеян. Например, в современном тувинском языке в разговорной речи междометные «пей» переходит в разряд имени существительного. Оно стало названием маленького ребенка. По сравнению с «р» в текстах жанра Кожамык присутствуют многочисленные междометные слова, посредством которых рассказывается специфика тувинской песенной культуры. Рассматривая междометные слова песенной культуры, Ульяна Монгуш характеризует их как кожумак, присоединение слов, которые, согласно ее высказыванию, служат для дополнения или добавления.
ритмического рисунка в определенном месте песенной структуры. В соответствии с функциональной особенностью междометных текстов песен и припевов, этим автором была составлена классификация междометных слов. Структура текста песен и припевов междометные слова в основном встречаются в конце исполнения, и они представляют различные звукоподражания. Слова, составленные большей части из различных необычных сочетаний звуков речи, создают образные представления о некоторых действиях и движениях или природных явлениях окружающей среды. Например, хартгай. Хартгай, хартгай, хартгай. Ну, в переводе это когда вот на экране есть вот эти слова, которые сокол, соколей, сокол, сокол, соколей, соколой. Вот когда, ну, когда вот пересекает рек, большой рек, и вот поют, и, конечно же, молится, да, это исполнение, во время исполнения песни. Один из любимых тем исполнителей волового пения являются песни и припевки о лошади. При обозначении стремительного бега лошади используют звукообразовательные слова. Например, звон стремян, кангар-кангар. Ну, например, 호울라라가 션나라가 오이 강가라가이 거단수를 잡더레노 강가라가이 허이오르근 디스케레로 강가라가이 허이라마는 마르번네신노 강가라가이. Вот здесь очень ярко да, использует это кангаргай, слово кангаргай. И звон серебряной упряжи, шангар-шангар. И звук копыт тадр-дадр. Ну, повтор, как правило, обозначает ритмичность, обязательно присутствует звука «р». Например, эртен эрте дадыр-дадыр, дадыр-дадыр, эмдеп барам айжын айрай эзер жүген ой, шыңғыр-шыңғыр, шыңғыр-шыңғыр. Ну вот здесь тоже примеры есть презентации. Вот когда вот рано утром дадыр-дадыр, вот это звук копыт лошади. И вот уздечки, ой, шангар-шангар, вот там и все это поется. Здесь Кожамых используется хоть редко следующие междометные, которые вот во время вот нечаянном или неожиданном поступке, а также при собственной оплошенности. Обычно такое междометное употребляется в разговорной речи тувинцев. Данное междометное можно соответствовать русскому «простите», «извините». Использование подобных междометий в текстах припевок указывает на моментальное сочетание текстов припевок. Например, «Оккудек ошкарыле». Уштун кулум дурдун кулум, оккодек, ортун карам, уттун уру кагдын уру. Кожамыкка, вот эти, вот это как ну, разговорные речи. Следующие сложные слова чамбабо, обозначающие один из видов
огнестрельного оружия. В тексте песен выполняет функцию междометного слова, то есть благодаря данному слову создается образное представление об охоте. Аллахадайга тыннайда жамбабо аргарло ошкарло жамбабо 아랏전 말아준다 잠바보이 앙암다 버르쟁된다 버르잠바보이. Ну, вот эти, ну, в переводу тоже вот есть презентации. Если указанные междометия встречаются редко, то наиболее часто встречающиеся междометные являются слова, характеризующие психическое, душевное состояние человека при различных обстоятельствах. Например, в текстах народной песни Пайдайга междометные отражают просьбу, моление, обращение к местности, обращение к духам земли или горы. Парун юктеной ну, примерно вот такие слова. Ну, здесь тоже мы в презентации отметили вот эти слова, которые часто употребляют это междометные слова. Также особое внимание в текстах народных песен и припевах привлекают парные слова. В целом в твиноведении парные слова достаточно глубоко исследованы. Имеются монографические исследования Нели Ондар, научные статьи Азиана Байрол и другие. Однако парные слова, используемые в песнях и припевах, остаются вне поля зрения исследователей. В нашей работе было выявлено, что парные слова наиболее часто употребляются в текстах припевов. Они эмоционально окрашивают, и по нашим наблюдениям они встречаются в текстах, которые используются в быстром темпе. При этом парные слова в основном прослеживаются в существительных, прилагаемых и глаголах. Например, парные существительные. Хамнар дейживен, хадак самбай карылгазы. Дүнгүр дейживен, түдүм эдим карылгазы. Вот здесь тоже вот в этих словах имеются тоже вот парные слова и парные прилагательные. Каракылга келданымлык, карагаттап жигейлесен. Кара кыстар биле карак башчып ойнайдасен. Вот это тоже как припевки. Ну, парные глаголы. Кудаларым амыр-амыр, кулум сүрү менди-менди, паарларым амыр-амыр, малдар сүрү менди-менди. Также значения парных слов в текстах песен и припевах могут быть синонимы и антонимы. Агарак пас карасуга, адым дуюм, такжатпаңар, алыр албас шүгелерге адым сұрағын индіргені. На основании вышеуказанного хотим отметить, что частицы междометия парные слова являются языковым средством, определяющим значение каждого текста.
они характеризуют и передают определяющим значением каждого. Они характеризуют слушателям эмоциональные составляющие исполнителя. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо за очень интересный доклад, Игорь Михайлович. Вы и филолог, и исполнитель. Было очень интересно вас слушать. Спасибо. Следующий у нас докладчик. У вас, по-моему, осталось еще время, поэтому мы можем задать вопрос даже. Уважаемый Игорь Михайлович, было очень интересно слушать, как сказала Надежда Романовна, мы просто поражены здесь в зале и не ожидали, когда вы запоете так красиво, и с одной стороны исследуете, с другой стороны сами исполняете. У меня вот такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть ли такие междометия в песенных текстах, которые не встречаются в прозаической речи, характерны только вот для песенной традиции языковой? Да, конечно, междометные слова в туинских песнях и крестовых можем даже не употреблять. Тожула кызылла тоғырға, тоужок сарым нарғала жоқ. Вот эта частица можно без этих междометных тоже употреблять. Тожук кызы тоғырға, тоужок сарым нарға жоқ. Вот эти без частицы тоже можно петь и употребляем частицы или междометия можно тоже делать. Это как бы междометные слова делают сильнее и украшают по ритмически и по слогам тоже украшают эти слова. Эти междометные слова. Спасибо большое. И без можно. Так и так можно. Можно я тоже добавлю кое-что? Вот на материале песенного фольклора тувинцев-тоджинцев у нас тоже были такие междометные слова, наверное, вот больше как, которые только именно в песнях встречались, а в устной речи их нет. Вот. И характерны именно для песенного жанра, да, действительно есть такие. То есть я на общетувинского не могу сказать, а именно вот на конкретном материале, который мы исследовали с Екатериной Леонидовной Тирон, могу сказать, да, есть именно для песен характерные междометные слова. И припевок часто. Да. Угу. Особенность художественная, стилистическая, да, песенной культуры тувинцев. Спасибо. Угу. Следующий докладчик, если позволите, мы перейдем. Гульназ Нурфаезовна Егафарова из Уфы, доктор филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории языка и литературы Уфимского федерального института исследовательского центра РАН. Доклад называется «Междометие в структуре фольклорного текста к проблеме перевода». Пожалуйста, Гульназ Нурфаезовна. Ну, к сожалению, Гульназ Нурфаезовна, оказывается, у нас нет онлайн. Перейдем к следующему докладчику. Есть Петров Александр Александрович? Угу, есть, да?
Следующий докладчик тогда у нас Петров Александр Александрович из Санкт-Петербурга, доктор филологических наук, профессор Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Доклад «Исследование эвенского языка и фольклора как научная база вербальных традиций Северо-Востока Азии». Здравствуйте, уважаемые участники форума. Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за приглашение участвовать в форуме. И хочу сказать, что по программе конференции тема моего выступления обозначена как исследование эвенского языка и фольклора как научная база вербальных традиций Северо-Востока Азии. Я работаю в Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге. Нашему институту более 90 лет. Здесь ведется преподавание и изучение языков, фольклора, литературы, истории, этнографии и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока нашей страны. Среди кафедр нашего института хочу особо отметить 3 специализированные кафедры. Это алтайских, уральских и палеоазиатских языков, фольклора и литературы. Ну, общеизвестно, что наши выпускники работают во всех уголках страны, и наш институт известен, об этом я подробно не буду говорить. Хочу сказать, что мое выступление будет строиться из 3 частей. Первое – это научное исследование эвенского языка. Вторая – это исследование фольклора эвенского языка. И, наконец, вербальные традиции эвенов, которые проживают на северо-востоке Азии. Но прежде чем приступить к освещению вот этих 3 составляющих моего доклада, я хотел бы сказать, что этнолингвистика и лингвофольклористика – это вот научные направления языкознания, которые оформились буквально вот в конце 20-го столетия, как считается. Вот. На самом деле я занимаюсь этими вопросами давно. Первая моя публикация была в 1984 году в журнале «Полярная звезда» в Якутске по итогам экспедиции к эвенам Момского района Якутской АСР. И она была посвящена расшифровке, этимологическому анализу запевных слов хороводного танца «Хеде». И, конечно, этнолингвистика, у нас приоритеты отдаются американским ученым, Францу Боссу, Эдуарду Сепиру, Бенджамину Орфу и другим. Но на самом деле с этим можно поспорить, поскольку наши отечественные лингвисты, фольклористы, антропологи, такие как Владимир Багарас, Вальдемар Яхельсон, Лев Штернберг и другие исследователи языков, культур коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока тоже в середине XIX века начинали работать с аборигенным населением Сибири, да, но поскольку они были политически ссыльные, их труды были опубликованы позже американских ученых по разным причинам в том числе, и поэтому вот приоритеты принадлежат американцам. На самом деле с этим можно не согласиться. Что касается лингвофольклористики, это, конечно, составная часть этнолингвистики, и она имеет тоже большие традиции в России, начиная с Пушкина, Гоголя, Галя, и многих ученых, таких как Буслаев, Покидня, Веселовский, Богатырев, Черепанов и других. Это я все в статье своей подробно описываю, но здесь я остановлюсь только на том, что
В России сейчас признаны 3 научные школы лингвофольклористики. Это Евгения Борисовны Артеменко, Воронежская, так называемая лингвофольклористическая школа. Это Замира Курбановича Тарланова, которая в Карелии, Петрозаводске. И Александра Тимофеевича Хроленко, вернее, Хроленко возглавляет, да, Курскую школу лингвофольклористов, которые изучают язык фольклора. Вот. Но здесь бы я, конечно, добавил еще и новую молодую школу лингвофольклористов. Это якутская школа, которую возглавляет уважаемый Петр Алексеевич Слепцов, который еще в 1991 году написал программную статью о задачах и целях лингвофольклористики. Ну, известно, что в Якутске существует даже специальный научно-исследовательский институт ОЛОНХО, вот, в структуре Северо-Восточного федерального университета. Там успешно работают, ну, известные труды и других ученых, и Луизы Львовны Габышевой, Агафьи Еремеевны Захаровой, Бековой, Робика, Ефимовой, Надежды Володаровны Покатиловой, ну и других. Вот. То есть об этом я тоже подробно говорю. Но поскольку эвены принадлежат к малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока, вот что касается лингвофольклористики этих народов, конечно, здесь работ мало. Можно выделить только немецких исследователей. Это прежде всего труды Натальи Митрофановны Терещенко об особенностях языка фольклора немцев. Ну и современная исследовательница, доктор исторических наук, венка сама по национальности, Лапсуй, по мужу Пушкарева Елена Тимофеевна, доктор исторических наук, вот, которая занималась, ну и занимается как раз вот ненецкими песнями, ненецким фольклором. У нее и кандидатская, и докторская были этим проблемам посвящены. Вот. Так, что касается вот, собственно, эвенов, да, ну, я для тех, кто не знает, поскольку иногда путают эвенов с эвенками, да, эвены – это ламуты, а эвенки – это тонусы. Вот. И даю, значит, краткую справку, где они живут. Эвены живут в Якутии, в Хабаровском крае, на Чукотке, Камчатке и Магаданской области. Даю статистику по последней переписи 2010 года. Вот. И конечно, вот исследования венского языка, которые начались в Ленинграде в 1930 году в Институте народов Севера, когда приехали учиться первые студенты Вены, это я имею в виду Николая Савича Тарабукина, основоположника венской литературы, который под руководством профессоров Веры Ивановны Цинцус, Вениамина Исааковича Левина, выпускника Калифорнийского и Московского университетов, Любовь Давыдовна Ришес, ну и других, создали не только письменность на венском языке, но и литературу. Вот. И там дальше по периодам у меня идет тоже изучение венского языка. Здесь и Клавдия Александровна Новикова, и Нина Ивановна Гладкова, и Василий Дмитриевич Лебедев, Василий Афанасьевич Робик, Христофор Иннокентьевич Дудкин, ну и современные исследователи. Это и Сардана Ивановна Шарина, Варвара Григорьевна Белолюбская, Андрей Львович Мальчуков, Елена Нестерова, Раиса Кузьмина, ну и много-много. Я написал историю изучения тунгуса-маньчжурских языков в России. Эта книга выдержала 2 издания. Вот последний выпуск был в 2019 году. Я вот читателей к этой книге отсылаю. Вот что касается исследования венского фольклора, да, то тоже есть специальные работы, посвященные истории изучения
венского фольклора. Здесь надо обязательно упомянуть Жанну Карловну Лебедеву Детала. Несмотря на то, что она по национальности унчанка, это супруга Василия Дмитриевича Лебедева, она занималась и венским фольклором серьезно, выпустила несколько статей по истории изучения венского фольклора до революционного 17 года периода и позже. Вот. Здесь надо отметить и работу Алексея Алексеевича Бурыкина «Малые жанры венского фольклора», фундаментальная работа. Вот. И работу Татьяны Владимировны Павловой-Борисовой, кандидата искусствоведения по обрядовому фольклору венов Якутии, музыкально-этнографический аспект. Ну и другие. И, конечно, нельзя не упомянуть сборники венских сказок и венского фольклора Клавдии Александровны Новиковой, архив, который сейчас находится в Якутской национальной библиотеке. Вот. Ну и там много еще, да, чего. И, наконец, вот говоря о вербальных традициях венов, здесь я разделяю два направления. Это, во-первых, собственно, записи, которые сделаны были, ну, раньше такой совершенно техники не было, записи на бумаге или на магнитофонной ленте, записи, которые были опубликованы в приложениях к монографиям, там, язык венов Якутии Лебедева, язык венов Березовки Робика, Аллаиховский говор языка Дудкина Христофора Иннокентьевича, ну и так далее. Вот. И особо надо отметить, что в Санкт-Петербурге, в Пушкинском доме, в фонограмм-архиве тоже имеются уникальные записи венского фольклора. Вот. И это, да, и тут надо сказать, что, да, действительно, я был тоже свидетелем этого. На студии «Мелодия» в Ленинграде в середине 70-х годов была записана песня «Танец Хеде», Милтон Хеде, на слова Василия Лебедева, который исполнил первый профессиональный венский певец Петр Николаевич Старков. Вот. А что касается второго направления, это вот сложилось такое направление, как вот вербальный ряд, вербальная традиция в области лексики, в частности, в области лексики духовной культуры. Это и народное искусство, песни, танцы, декоративно-прикладное искусство, это и обряды жизненного цикла, или как теперь их называют, обряды перехода, это производственные обряды, культы медведя, оленя, орла, лебедя, ну и так далее. Да, это народные знания, народная метрология, метеорология, ориентация в пространстве, национальная кухня, народная медицина и так далее. То есть вот все, что касается понятия фольклор в широком смысле этого слова. Вот. Поэтому я считаю, что вот инициатива новосибирских ученых, которые вот создали, насколько я знаю, специальную лабораторию, которая будет исследовать вот эти вопросы, связанные с вербализацией того наследия, которое осталось и которое до сих пор бытует в местах традиционного проживания и местах традиционного природопользования. Я имею в виду оленеводство, охота, рыболовство, собирательство у народов Севера Сибири. Вот. Это, считаю, очень хороший почин и перспективное направление исследований. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Следующий докладчик Амакаева Элара Уляевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного и общегуманитарных дисциплин Калмыцкого государственного университета имени Городовикова, эксперт Центра по развитию калмыцкого языка, с докладом «Лингвокультурные особенности зоолексикона калмыцких и монгольских анималистических сказок на фоне русских, английских и немецких». Пожалуйста.
сейчас подключится. Лара Уляевна, мы ждем Да-да. ваш доклад. Слышно, да, меня? Да, хорошо слышно. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемая Надежда Романовна, участники нашей секции. Позвольте прежде всего поблагодарить организаторов за, несмотря на такие сложные условия, даже онлайн-конференция, конечно, позволяет поделиться своими наработками с коллегами и как бы активизировать то, что накоплено за этот последний год хотя бы. Тема, проблематика моего доклада затрагивает, конечно, разные языки, поэтому в рамках одного доклада сложно говорить в равной степени обо всех языках, которые заявлены. Поэтому как бы по ходу я буду сокращать свой доклад. Человек издавна проводил аналогию между собой и животным. Представления об одном и том же животном по-разному преломляются в различных этнолингвокультурах. Особенно это заметно в сказочном дискурсе. Своеобразие восприятия разными этносами животных нашло свое выражение в выборе зоономинаций, названий представителей фауны, чьи качества и повадки ассоциативно сопоставляются с человеком. Это и послужило причиной формирования вторичных лексико-семантических вариантов зоолексем, зооморфизма. Ну, как мы сказали, взаимосвязь языка и культуры наиболее ярко проявляется в текстах, и именно особенно в сказках, как самостоятельные лексические единицы, как компоненты различных устойчивых выражений, фразеологических единиц во всех языках мира. Попытаемся на примере таких ключевых анималистических маркеров разных лингвокультур, как медведь, лиса, волк, рассмотреть соответствующие зоолексемы, базируясь на этнолингвистическом комментарии сказочных образов на основе данных языка. Интересно проследить, как образ того или иного животного по-разному преломляется в сказочной картине мира разных народов. Выявить семантику данного фрагмента языковой картины мира. Сказки, как одному из любимейших жанров фольклора, посвящено достаточно много работ в отечественной лингвофольклористике и лингвофольклористике, ну, в частности, в калмыцкой. Но в основном исследования посвящены анализу мотивов и сюжетов. Между тем, различные жанровые разновидности сказок представляют большой интерес не только в художественном, но и в лингвистическом отношении. Но, к сожалению, сказочный фольклор достаточно долгое время оставался вне поля зрения лингвистов. И только в начале 2000-х годов наблюдается определенное оживление, начинается активное изучение на материале разных языков. В том числе были защищены кандидатские диссертации по языку калмыцких сказок. Моя аспирантка в 2004 году, Саглара Сергеевна Бадмаева, защитила диссертацию по языку калмыцких сказок. Ну, попытаемся, значит, рассмотреть, как известно, животные делятся на диких и домашних животных. Домашние животные мы попытаемся рассмотреть на базе русских, английских и немецких сказок, а диких животных, наименование диких животных на базе русских, калмыцких и русских. Все-таки, если английский
немецкий и русский языки относятся к одной индоевропейской семье, то калмыцкий язык, ну, как и монгольский, бурятский, относится к другой семье языков, алтайской семье языков, и входит в монгольскую группу языков. Как известно, ну, как бы предварить непосредственный анализ, я хотела бы мыслью о том, что есть такая триадная, трехчастная, трехфакторная антропозооморфная модель. Вот почему то или иное животное попало все-таки в сказку. Это такие три фактора, как чувство признательности или симпатии к животному. Второе – это чувство духовной или какой-то, ну, может, мистической связи с ним. И третье – это чувство идентификации с тем или иным животным. Вот попробуем в этом ракурсе, с этой точки зрения, рассмотреть в сопоставительном плане немецкие, калмыцкие, русские, английские сказки с привлечением данных других языков. Ну, конечно, наименование диких животных встречается гораздо чаще в сказках, поэтому сначала начнем с домашних животных. И вот тут интересен тот факт, что домашние животные, конечно, очень активны в сказочном дискурсе монголоязычных народов. Это все-таки народы в прошлом, по крайней мере, калмыки, были кочевники, и, конечно, сельскохозяйственные животные как бы достаточно активны в сказках. Но в то же время надо сказать, что хотя общая родовая номинация одинаковая, это мал, скот, да, и у монголов, и у калмыков, а в то же время количественном отношении виды домашних животных разнятся. Если у калмыка 4 вида скота, то у монголов 5, таван хошумал. То есть калмыки не включают козу в число этих домашних животных. Конечно, из всех этих 4 видов животных, это конь, культ коня, это бесспорно, об этом очень много написано в литературе, поэтому я подробно останавливаться не буду, но обозначение коня как раз и в монгольском, и в калмыцком языке совпадает, ну, с небольшой фонетической вариацией, да? Калмыцкое это мирн, а в монгольском это морь. А вот в русском языке, как известно, существует 2 номинации, это лошадь и конь. Ну, давно ведутся дискуссии, есть ли разница между этими лексемами в значении, но еще далее указывал, что лошадь, конь, вернее, это то же, что и лошадь. Но при этом есть пометка в словаре, что конь – это верховая лошадь. Ну, действительно, когда говорят, как бы, с точки зрения военной тематики, да, говорят «боевой конь». Ну, и по умолчанию, наверное, есть гендерное различие. То есть по умолчанию как бы различаются эти 2 лексемы по признаку пола. В русских сказках, значит, конь, самый, наверное, популярный, самый знаменитый, это сивка-бурка, да? Вещая каурка. Тоже давно не идут споры, какая же масть у этого коня, но это совсем другая история, конечно. Яркими представителями домашних птиц являются петух и курочка. Многие сюжеты совпадают в сказках. Ну, известная русская сказка – это курочка Ряба, но гораздо частотен это образ петуха. Петушок, золотой гребешок и дальше. Ну, я не буду останавливаться на сюжете, как бы, поэтому… Так, ну, предваряя чисто лингвистический анализ, хотелось бы сказать, что мы используем в своих исследованиях термин «зоолексима» как общая такая словарная вокабула, да, имеющая, по крайней мере, 2 лексико-семантических варианта. Это, собственно, прямое обозначение животного, зоосемизм, и переносное метафорическое обозначение обычного человека, это зооморфизм. Часто используется термин «зооним», но как бы во избежание путаницы
теперь он должен стремиться к однозначности. Мы не используем термин «зооним», поскольку «зооним» в общепринятом понимании это все-таки имя собственное, это клички животных. Ну, те же клички коня, которые достаточно часто встречаются и в фольклорных текстах, и в эпосе, да, как, допустим, и так далее. Ну, рассмотрим теперь диких животных. В немецких народных сказках чаще встречаются лиса, волк, медведь и заяц. Зооперсонажи немецких сказок чаще являются отрицательными. Сказки довольно часто заканчиваются смертью героев, причем довольно неожиданно. Ну, один из представителей дикой фауны – это волк, дервольф. Он встречается очень часто. Самый известный сказочный образ хитрого волка появляется в сказке «Красная шапочка», которая нам известна также в русском варианте, род Кэтти. Волк представлен здесь откровенным злодеем, сюжет вы все прекрасно знаете. Надо сказать, что вот в немецком городе Швалем есть памятник Красной шапочке серому волку. И все девушки на праздник надевают красную шапочку, а юноша маску волка. Волк выступает как символ грубой силы, жадности и злости. Такой волк и в английской сказке про 3 поросят. Three Little Pigs. 3 поросенка, которые известны нам и в русском варианте. Также волк взаимодействует в сказках с разными животными, это с лисицей, с козлятами и даже с человеком. Таким образом, волк представлен в сказках как опасный и сильный хищник. Но в то же время легко можно ввести в заблуждение. Он наивен, глуп, не отличается особым умом и часто побеждает хитростью другого персонажа, например, лисицы. В немецких сказках также представлен активно образ медведя. Образ медведя популярен и любим среди немцев. С XIV века медведь изображался на гербе Берлина. В сказке «Настоящие животные» Детроен Тиры говорится о добром человеке, который выпустил, допустим, с воду 3 зверей, которые в ответ помогли ему. Но в другой сказке, допустим, «Королек медведь», медведь обижает животное. То есть, как бы немецкая лента культуры сказочный образ медведя амбивалентен, он многослойный и многогранный. Он может выступать одновременно носителем нескольких качеств, но, конечно, главное качество – это сила, что это животное умеет постоять за себя. Образ лисы в немецких сказках тоже находит выражение активно. Прежде всего подчеркивается лживость и коварство. При этом лиса не только умна, ну, как бы подчеркивается также ум, и при этом не только то, что она умна, но и очень осторожна. В немецкой анималистической сказке в одной есть такой интересный образ, как девятихвостый лис. Лиса взаимодействует тоже с разными животными, в том числе и с домашними, например, с лошадью, с кошкой и даже с гусями. О себе она в одной из сказок говорит: «Я мастер сотни искусств», подчеркивая тем самым свою изобретательность. Следует отметить также, что в немецком языке образ лисы ассоциируется не только с подхалимством и хитростью, но и с предательством. Хотя в ряде сказок она поступает благородно, оказывая помощь ближнему. То есть это тоже амбивалентный образ. С одной стороны, это хитрый и расчетливый зверь, который готов ради спасения своей шкуры получить выгоду в любой ситуации, но положительные коннотации также отмечаются. Также в немецких анималистических сказках встречается образ зайца. Это сказка, например, «Заяц и еж», известная русским читателям под другими названиями, как еж обогнал зайца, состязание зайца с ежом. В данной сказке заяц выступает как наивное, тщеславное и глупое животное. Он попал в глупое положение, думая, что легко будет победить такого неторопливого зверя, как еж, что соревноваться с ним не составит никакого труда. Но вот интересно отметить, что в русской народной сказке похожим сюжетом фигурируют уже другие герои – лиса и рак. Ну, рак – это тоже понятно, что относится к животным такого плана, да, медлительного.
Что касается калмыцких сказок о диких животных, то эта тематика давно привлекала внимание калмыцких фольклористов. Очень много работ у Тамары Гарьевны Басландовой и у других фольклористов, Барбары Манджиевой, Баиры Горяевой, Ганнары Бушевой и других, а также санкт-петербургского фольклориста монголоведа Дмитрия Носова. В калмыцких сказках представлены такие животные дикие, как волк, лиса, заяц, медведь, а также слон, лев, тигр и другие. Наиболее популярен образ медведя. Впервые познакомил европейцев с калмыцкими сказками медведи Вениамин Бергман, который в 1704-1705 годах опубликовал свои заметки о путешествии в калмыцкие степи. Ну, он более известен, конечно, как автор издания, впервые познакомившего европейских читателей с эпосом Джангар. Он опубликовал в ознакомительном переводе, в переложении на немецкий язык одну песню Джангара и легенду о Джангарчи. Но вот также он познакомил и с рядом сказочных сюжетов, в том числе один сюжет связан с медведем, Аютчик-то, медвежьи ути. Медведь является героем ряда других сказок, и недавно изданный 4 года назад один из выпусков серии «Сказки народов Евразии», выпускаемый Калмыцким государственным университетом, называется «Сын медведя». Но интересно то, что в данном случае название медведя в калмыцком и монгольском языках, в родственных языках, не совпадают. В калмыцком языке это аю, тюркизм, в монгольском слово баугай, которое тоже имеется в калмыцком языке, но тут даже дело доходит до смешного, потому что в калмыцком языке это слово обозначает, имеет такой сниженный, да, характер и обозначает женщина, ну, баба, как бы. Ну, на этот счет даже есть анекдот, но я не буду уже озвучивать его. Есть такие сказки, как «Сын медведя» Албуцехар, ну, помимо вот этих медвежьих ушков. Также есть сказка «Медведь и собака» Аюна Хахуэр и так далее. Ну, сюжет, конечно, очень интересный, но просто хочу в данном случае отметить, что там прослеживается ответ на вопрос, откуда же появился медведь, и мотив привлечения человека к медведя. Ну, анализ калмыцких сказок о медведе представляет его как священное сакральное животное. А сопоставительные исследования номинаций медведя и других животных в немецком, калмыцком языках, а также с привлечением другого языкового материала, говорит об анализе, о том, что анализ медвежьих мотивов в сказочном фольклоре способствует выявлению особенностей национального мировидения, идеоэтнической специфики, языковой картины мира, как немцев, так и калмыков, монголов, англичан, русских и так далее. Вот, кстати, другой образ дикой фауны, лиса, тоже у нас различаются в калмыцком и монгольском языке номинации. В монгольском языке это «ынык», а в калмыцком языке «арата». Слово «арап» есть в монгольском, но оно обозначает общее родовое название всех хищников. Но в калмыцком это именно лиса. Ну, лиса очень популярный персонаж, тут очень много разных сказок с главным персонажем лисой. Причем она часто взаимодействует и с человеком, и с другими представителями в мире фауны. Причем часто выступает вместе с домашними животными. Лиса отличается необычной мудростью, но это самый, наверное, способный и самый хитрый персонаж, зооперсонаж, который претендует на звание действительно самого хитрого. Поэтому сказка так и называется «Хитрая лиса», где жертвами лисы стали 3 волка, которые лишились добычи в виде жеребенка. Они поверили льстивым словам лисы и остались в итоге без еды. Ну, и в ряде других сказках волк опять попадается на удочки лисе. Лиса также выступает в сказке, где фигурирует очень много животных, в том числе и домашних, в частности верблюд. Это сказка «Барс, волк, лиса и верблюд», где лиса ловко обманывает своих друзей и сеет между ними раздор. Так. И, наконец, образ волка в калмыцких сказках
Волк – это, конечно, отдельная тема. Это почитаемое животное, тотем для отдельных калмыцких родов. В частности, у нас есть род Чунус, да, волки. Исследователь Джембиева пишет о 12 калмыцких сказках, где одним из главных героев является волк. Причем в 4 из этих 12 сказках волк выступает как именно положительный герой. Сказочный образ волка имеет необычную внешность. Это прежде всего огромный рост, 7 саженей до Ланоугля. Сказка о волке Чонентуле записана была исследователем Поповым у Донского калмыка. Это калмыки, входившие в состав Донского казачества. Эта сказка рассматривалась многими монголоведами, и русский перевод опубликован в ряде изданий, начиная с 1940 года, когда вышла книга «Народное творчество Калмыкии». Вот интересная сказка «Слон и волк», которая отвечает на вопрос, почему слон не живет в калмыцкой степи. Ну, тут тоже говорится о том, что волк обманул слона, который тоже отличался наивностью, простоватостью и трусливостью. И слон с тех пор уже не живет в степи. Есть сказка, где героями являются 10 волков, которые отвечают на вопрос, почему у волка нет почему у волка кривая лодыжка. Ну, потому что главный табунчик ударил по ноге этого волка-шамана, обладавшего магией слова. С тех пор у волков кривая лодыжка. Ну, как бы вот лидерами в сказках являются среди диких животных именно трикстеры, да? Это сказки о проделках. И такие сказки, основным трикстером в мировом сказочном фольклоре обычно выступает заяц. А вот в калмыцкой, как и в русской, лиса. А трикстеру в сказке противопоставлена жертва, это простофиля. И может оказаться, как мы убедились, даже хищник. Это волк, медведь, а не только как бы трусливый заяц. Но интересно тут то, что лиса действует. Вот если действует против слабых животных, да, то она проигрывает, а если против сильных, наоборот, выигрывает. В сказках о диких животных отражены именно те животные, которые обитали на территории проживания народа. Здесь отражены особенности повадки поведения тех животных, которые хорошо известны были населению данной территории. Но в целом спектр базовых номинаций персонажей в рассматриваемых сказках обнаруживает совпадение. У немцев это абсолютные лидеры лиса, потом идут медведь, волк, обезьяна, зайцем, и замыкает 6 лидеров лев. У калмыков лидер заяц, волк со львом занимает 2 место и замыкает 3 лидеров лиса. Ну и хотелось перейти уже к заключению. Вот анализируя образы животных, можно сделать вывод, что о том, какие качества человека более всего ценятся в анализируемых линговых культурах, какие действия, поступки оцениваются отрицательно, какие положительные, какова символика того или иного образа, какие ассоциации он вызывает. И эта специфичность проявляется именно в использовании разных образов при совпадении содержания. Ну, то есть, как мы отметили, что сюжет совпадает, а образы, зоообразы разные. Степень активности той или иной зоорексимы в сказке отражает значимость того или иного животного для человека. Вот, кстати, для немецкого языка, для немецкой линговой культуры значим образ обезьяны, что практически не отражено в калмыцкой линговой культуре. Ну, на этом, наверное, я закончу. У меня, наверное, время вышло. Да. Элара Уляевна, спасибо за доклад. А есть маленький вопрос. А в калмыцком языке есть слово «слон»? Как звучит слово «слон» в калмыцком? Слон, зан. Зан. Зан, да. Спасибо. А вы... Что совпадает с монгольским, кстати. Тут слово совпадает с монгольским. А вы... Но сам термин, кстати, сказка, да, не совпадает, опять-таки, у монголов и у калмыков, да. У калмыков это тули, то, что у монголов это эпос, а у монголов сказка это ульгр, что у калмыков пословица. Вот тут вот сложно.
А вы сказали, что зооним термин обозначает собственные имена животных, клички, Да. но в языкознании вообще утвердился, за термином зооним утвердилось понятие, что сюда входят все наименования животных, которые Я встречаются об в этом пословице. просто, может быть, не четко сказала. Я хотела сказать, что употребляют и так, но просто я хотела сказать, что все-таки следует все-таки разграничивать, чтобы не было путаницы. Я лично просто в своих статьях пишу, употребляю термин зоолексема, да, потому что, чтобы не путаться, да, потому что если я скажу зоонимы в эпосе, да, речь будет идти о кличках животных, коня, да, где очень много в эпосе жанров. Ага. Поэтому, чтобы не возникало путаницы, я просто пояснила, что я употребляю термин зоолексема. Ну, к сожалению, вот это терминологический разнобой, он характерен не только для вот, зоологического кода, да, но и для других тоже разрядов, к сожалению. Угу. Спасибо за интересный доклад, Илара Уляевна. Ну, можно один маленький вопрос? Конечно, можно, да. Немножко такой, не специалиста по фольклору, а вообще интересно, бывает не только в калмыцком, а вообще в мировом фольклоре такие персонажи, звери, там, которые могут быть и отрицательными там, в одних сказках, и положительными, например, в других. Ну, например, в одной культуре они одинаковы, например. Но вот лингвистическим языком, наверное, можно сказать, энантиосемичные, да, что можно и так, как положительные, и как отрицательные их интерпретировать, эти персонажи вот эти. Да, практически все, ну не все, но большинство персонажей именно такие амбивалентные, да. И положительные, и отрицательные коннотации. Редко какое животное вызывает только положительные коннотации. Даже в какой-то определенной лингвокультуре, да. Но это зависит опять-таки от самой этнической культуры, от языковой картины мира. Какие животные у какого народа больше всего почитались. Естественно, если это почитаемые животные, там вряд ли будут какие-то отрицательные коннотации. Спасибо. Спасибо большое. Ну, у нас вот некоторых докладчиков не было. Заслушали все доклады. На этом работа данной секции закрывается. Спасибо за внимание, за участие. Всего доброго. Да? Спасибо большое.